В эфире телеканала РБК, Андрей Левченко. Здравствуйте. В России так и не сложилось обоснованного представления о том, какова потребность страны в мигрантах и какова их роль в будущем развитии государства, утверждают эксперты Центра стратегических разработок. В докладе «Предложение к миграционной стратегии России до 2035 года» авторы призывают власти сохранить безвизовый режим и создать четкую модель привлечения иностранной рабочей силы. Как превратить миграцию в ресурс для развития страны? Какова потребность России в мигрантах? Как не допустить роста антимигрантских настроений? И какова их роль в будущем развитии России? Об этом сегодня в программе. В студии Елена Алексеенкова, кандидат политических наук, эксперт по аналитической работе Российского совета по международным делам, один из руководителей, авторов этого доклада, этого исследования Центра стратегических разработок. Вячеслав Поставнин, президент фонда «Миграция 21 век». Вячеслав, здравствуйте. Ну и Карамат Шарипов, президент Федерации мигрантов СНГ. Карамат, приветствую вас. Спасибо, что вы сегодня в студии. В нашей студии в отеле «Арарат Парк Хаят» еще гость Светлана Алексеевна Ганушкина, председатель комитета «Гражданское содействие», известнейший правозащитник. Светлана, приветствую вас. Добрый день. Доклад у вас об этом же, в общем, да? Что миграционная политика начинает активно влиять на экономику государства, на политику государства. Активно влияет и активно будет влиять. Почему? Потому что, хотя по последним прогнозам демографическая ситуация в России выправляется, очевидно совершенно, что ситуация на рынке труда выправляться не будет в ближайшее время. То есть мы сталкиваемся с тем, что мы не в состоянии сами восполнить этот дефицит трудовых ресурсов, и мы вынуждены... А он есть, секунду, это ведь важная тема, а он есть, этот дефицит? Его надо восполнять? Я не экономист, да, но ссылаюсь на труды тех, кого я читала, он есть. И он будет в будущем. Нас ждет демографическая яма еще в 20-е годы в том числе. То есть нам нужно его восполнять, сами мы вряд ли сможем. Если мы привлекаем иностранные кадры, безусловно, мы заинтересованы в высококвалифицированных кадрах, мы заинтересованы в том, чтобы эти кадры помогали нашей экономике развиваться. Мы говорим о том, что Россия хочет войти в промышленную революцию 4.0. Мы говорим о цифровой экономике. Для этого нужны кадры квалифицированные. Миграция – ресурс. Но ресурс ли, как говорят сейчас эксперты, чтобы она стала ресурсом, на мой взгляд, необходимо не просто начать воспринимать это как ресурс и менять отношения на более позитивное, да, а необходимо инвестировать в тот человеческий капитал, который к нам прибывает. Потому что, к сожалению, сейчас... давайте посмотрим, кто прибывает. Есть цифры. Миграционный прирост населения России, то, о чем говорит Елена, по годам. Ну, в среднем, скажем так, около 300 тысяч граждан прибывает, остаются, я так понимаю, прирастает экономика страны. Правильно, Елена, да? Ну, то есть, тут же вопрос в том, кто прибывает, кто инвестировать должен, чем они должны заниматься. Вы ведь об этом говорите. И вы говорите, надо повышать миграционную привлекательность. Вот это вообще удивительная вещь. С одной стороны, там Трамп, например, да, который пытается построить забор на границе с США, думает о том, как ограничить. Вы ставите вопрос, надо повышать привлекательность миграционную в России. Правильно я понял? Безусловно. Прежде всего для высококвалифицированных кадров, но не только. Мы обладаем ресурсом в качестве нашего постсоветского пространства, да, и тот человеческий капитал, который есть там, он прибывает в нашу экономику. Вопрос в том, как мы им распорядимся. Я понял. А распоряжаемся мы им вот как, Карамат. Ну, расскажите, что произошло на прошлой неделе. Вы ведь оказались в гуще событий. Скандальная история на торгово-ярмарочный комплекс «Москва». Честно говоря, вот на моей памяти это, по-моему, первое масштабное такое организованное выступление мигрантов. Или я, может быть, что-то путаю? После Хованского кладбища? Там немножко другое. Там все-таки разбирались... Было. В 98 году была аналогичная ситуация. Я перебью чуть-чуть буквально. Нет, пожалуйста, в Лужниках был убит гражданин Азербайджана, если вы помните. И тогда это тело было поднято, и с ним прям прошли люди ну вот, массовым походом по Комсомольскому проспекту, и только полиция остановила. Объясните, вот мы кадры некоторые... Ситуация, которая что происходит, на сегодняшний день, я так называю это мрачная, потому что знали об этом прекрасно не только общественные организации, не только лидеры. Прекрасно об этом знает власть. Знает о чем? О том, что данный рынок являлся криминальными. Там происходили несколько убийств. За последние 5 лет, по счетам гражданам, более 17, в частности, был гражданин Армении убит. Секунду, перебью.
Переехал Черкизово, ведь правильно туда? Ну, переехали и планировали сделать из этого рынка образцово-показательный, правильно я понимаю? Чистый, прозрачный. Черкизон, если был закрыт, мозги-то переехали. Мозги-то переехали. Совершено в тот день, когда 20 числа с гражданином Таджикистана, после второго удара, со слов родственников, я вам говорю, он только очнулся на следующий день утром. Я был на этой больнице же, находящейся в основном же. Зачем бить людей? Зачем брать у них деньги? Куда смотрит наша система? Кому это выгодно? Теперь можно я вопросы задам? Да, пожалуйста. Почему люди массово выходят на улицы? Почему они не собирают кирпичи на проезжей части? Почему они не идут в суд? Почему они не обращаются в посольство? Почему они не используют законные методы воздействия на это беззаконие? Если вы лично не почувствовали, что, когда вы обращаетесь в судебную систему нашего российского государства, любой ваш обращение останется без ответа. Зачем ему туда идти? Зачем ему идти в прокуратуру или в дипломатический корпус даже? Я предлагал гражданам, не надо бастовать. Идите к господину послу, он вас выслушает. Вас миллион, он миллион выслушает. 500 выслушает. Ответ был, а почему вы их отправляете в посольство? Ну, посольство – это второй дом для таджикистанцев. А куда им больше идти? Страшно в чем? Самое страшное в нашем сегодняшнем жизни – когда совершают преступления люди умышленно, мы их защищаем. Наподобие структуры нашей МВД Люблинского района. Они защищали 2 преступников. До сих пор не сдали их. Соответственно, не возбуждено уголовное дело. Гражданин находится в больнице, родственника туда не допускают. Зачем заставлять брать у него видео, когда человек по-русски вообще не может слово говорить? Заставлять говорить, как мы диктуем. Я понял. Да. Вячеслав, прокомментируйте эту историю. Не кажется ли вам, что все-таки вот эта проблема начинает выходить на новый уровень протеста? Потому что раньше, вот вы вспомнили 98-й, я такого не припомню. Организованные протесты мигрантов. Я давно занимаюсь. Было. Я поэтому вас и спросил. Да, поэтому, это не первый путь. Если мы видим, это постоянно случается. Это и Манежный путь, правда, там обратная реакция была. Это Каванское кладбище, там масса других, так сказать, городов будет. Это уже я не буду их всех перечислять. Вопрос, видимо, заключается в чем? В том, что пропасть между мигрантами и коренным населением все увеличивается. То есть политики интеграции и адаптации не происходит. Секунда, политика есть, но она не работает, правильно? Нет политики. Нет ни политики, нет ни инструментария. Кроме бла-бла слов нету ничего. Вот. И мы дошли до той ситуации, когда слово таджик и узбек из, скажем, коннотации исторического этноса превратился просто в такое нарицательное название. Человек, который ущемлен заведомо в некоторых правах, в том числе базовых, вы говорите. Доступа к правосудию нету у него. У него медицина. Медицина, само собой. Все отсутствует. Да, все отсутствует. Помимо, хорошо, там есть гражданские права, которые он не имеет нормально, во всем мире не может избираться, не может там в органах работать. Но когда он к базовым ценностям, унижают его, личное человеческое достоинство, презумпция невиновности лишается, доступа к правосудию лишается. И он с этим, самое страшное, ужасное, он с этим начинает соглашаться. Да? И вот то, что мы сейчас увидели, это следствие. Это восстание практически рабов. Сейчас, секундочку, у нас есть еще участник программы Светлана Ганушкина, председатель комитета гражданского содействия. Светлана, ну а что вы скажете по поводу миграционных потоков? Вот по 300 тысяч увеличивается население страны за счет мигрантов. Что нам делать с этим потоком? Вот проблема, которую озвучил Карамат, вот пути решения, которые озвучила Елена. Что вы видите? Ну, во-первых, что значит, что делать с этим потоком? Радоваться, что он к нам идет, потому что за мигрантов сейчас идет конкуренция. И если мы хотим, как в Канаде, нам нужно сделать такой же привлекательной страну, как Канада, потому что на самом деле из тех, кто к нам сейчас едет, мы не можем по критериям канадским отобрать к себе людей. Ну, а если, во-первых, прежде всего мы должны принимать беженцев. И это наша гуманитарная обязанность, потому что мы подписали конвенцию. В противном случае нужно выйти из этой конвенции. А если вы знаете, у нас на сегодняшний день признанных беженцев 589 человек. То есть это для Малаховки, а не для России было бы нормально. Что же касается политики, которой, как сказал Поставнин, совершенно справедливо, у нас просто нет. У нас ее нет, это ее основной недостаток. То она у нас разноперая, помимо всего прочего. С одной стороны, мы даем визы всем, кто едет к нам из Сирии, из Йемена, из других стран, где идет война.
Мы даем эти визы. Вот недавно у нас семья уехала во Францию, сирийская, людей, принявших христианство. Они сказали, что за эту визу они на каждого человека заплатили при $3000. Значит, как будто бы наше консульство, если убрать даже эту составляющую коррупционную, как будто бы наши консульства не понимают, что люди из горячих точек будут обращаться за убежище. Светлана, а с другой стороны, части... убежище не дают никому. Светлана, во второй части продолжим, мы эту историю услышим от вас. Не переключайте. Здравствуйте, мы продолжаем программу и обсуждаем вопрос «Миграционная стратегия России». Какой ей быть, как биться за миграционные потоки? Гости в студии уверены, что именно это надо делать. Ну и продолжаем наш разговор со Светланой Ганушкиной. Она находится в нашей студии в отеле «Арарат Парк Хаятт». Светлана, итак, вы говорите, что за миграционные потоки надо биться, надо создавать условия. Продолжайте, пожалуйста. Ну да, но в первую очередь мы должны принять беженцев. И мы должны выполнять конвенцию о приеме беженцев. И на самом деле все это очень просто делается. И, кстати говоря, выражено в концепции по миграционной политике, которую утвердил Путин в 2012 году до 2025 года. Но то, что мы делаем, абсолютно этому противоречит. Ну, собственно, вот выполнять эту концепцию, это было бы, на мой взгляд, чрезвычайно правильно. Там и совершенствование института убежища, там и упрощение системы регистрации, и там и образование. Все это абсолютно сказано. А когда у нас не берут детей в школу, нарушая 43-ю статью Конституции, ну, о каком доброжелательном приеме людей мы можем говорить? И понятно, что они выходят на улицу. Спасибо. Потому что их дети не учатся. Дети не учатся. Светлана Ганушкина, председатель комитета гражданского содействия. А вот как раз насчет отношения населения. Все-таки, если открыть двери, если упростить регистрацию, то, я так понимаю, волна мигрантов увеличится. А мы провели опрос, какой должна быть политика по отношению к мигрантам. Ограничить приток приезжих – это доминирующий, самый популярный ответ, более 60%. Даже наша аудитория это говорит. Не ограничивать, использовать на благо страны – тоже значительная доля, 34%, мне все равно 5%. Но вот что с этим делать, Елена? Где найти этот баланс? Как не делая более гуманным это законодательство, не создать проблемы для местного населения, для граждан России? Я думаю, что здесь ключевая проблема следующая. Почему местное население опасается притока беженцев? Да. Почему беженцы опасаются находиться в нашем государстве и чувствуют себя незащищенными? Так работает наша правоохранительная система, точнее не работает. Да? Мигранты тоже. У нас ни местный житель, ни мигрант не апеллирует к государству в надежде получить защиту. И это самое опасное. А почему он этого не делает? Почему? Потому что ты не получишь никакого ответа на твой запрос. То есть, потому что ты нелегален. Нет. Карамат, вот если человек таджик приехал легально, зарегистрировался, у него есть все документы, если нарушаются его права, он что, не обратится к гражданам, к полиции и не попросит защитить себя? То, что мы видим, что якобы у нас есть законы, регистрация, другие патенты, это все на уровень, может быть, пока он заплатил. А последующий, когда судья будет рассматривать все эти законы, говорит, нет, соответственно, депортировать. Человек прекрасно знает, что при любых документах порядочности его депортируют. Что касается Светланы, она хорошая женщина, прекрасно все говорит. Мы страна растет не принимающая беженцев. У нас 4 афганца, и то членом российского клуба, так называемой Федерации мигрантов в главе Кожаного. У нас страна мигрантов. Суровее, у нас сюда не приезжают сирийцы. Страна мигрантов, я покажу. Да. Вот США страна мигрантов, 47 миллионов. Нет, страны с наибольшим количеством мигрантов. СНГ имею в виду, что... Вот именно СНГ. Россияне в Европу, в Италию, в других местах. Я предлагаю, что прозрачность, доступ ко всем местам проживания со стороны лидеров национальной диаспоры. Почему сегодня создается искусственная общественная организация, в том числе со словом труда иммигрантов в лице Федерации? Кто его создал? Нет, да это Карамат, вы сейчас начинаете решать внутренний вопрос. То есть о какой прозрачности вы говорите? А прозрачность, когда человек мог вот эту газету прочитать. Его запрещено читать газету «Голос». Я понял. На территории рынков даже. Да, ну, во-первых, конечно, нам надо поменять парадигму нашей миграционной политики. Надо совершенно четко... У нас сейчас ведомство, которое пишет законы, которое их исполняет, оказывает миграционные услуги, контролирует качество оказания и оценивает собственную работу. Да?
Это неправильно. Во-вторых, полиция должна заниматься раскрытием преступлений, неважно от национальности, от статуса его пребывания здесь, да, иначе она ничего не решит. Гражданское ведомство, регулирующее процессы миграции, полиция занимается исключительно независимо от национальности, от гражданства, даже занимается своей работой. И вот четко надо уточнить, наконец-то, дефиниции вообще, что такое законность пребывания иностранного гражданина. Она проходит красной нитью, никто на это не обращает внимания. Под законностью пребывания полицейский может принимать все, что угодно. У вас есть все документы при себе или не все? Не все, вы незаконно пребываете, хотя у вас они где-то есть все. Вас в базе данных нет, хотя вы все исполнили, по каким-то причинам не пришли в базу. Вы не закон... Это он так трактует. Да? Принимающая страна – это вообще пережиток архаичной нашей адресной системы, которая не работает. Она работала в 30-х годах, в советское время, хорошо, сейчас она не работает. Исключить даже вопрос национальной безопасности. Термин, да, который как бы пугает всех. Да, он должен стоять во главе угла. Так в итоге-то... Но так президент говорит даже, президент даже говорит, когда вы говорите о национальной безопасности, вы, пожалуйста, четко сформулируйте, что вы имеете в виду. Поэтому, значит, первое, что надо сделать, поменять парадигму. Да? Полиция занимается преступлениями уголовные, миграционная служба социально-экономического профиля занимается, вот о чем говорила Елена, очень правильно, да, подбором, распределением, обучением, фильтра, что угодно делать. Вот это краеугольные камни этой политики. Да, Елена, включайте. Плюс Министерство труда, которое должно изучить наш рынок труда и сказать, вот здесь у нас есть ниши, куда мы можем мигрантов кстати говоря, очень распределить. важно, да. У нас есть ведомства, да, которые занимаются распределением по всей нашей территории Российской Федерации. У нас население распределено неравномерно, с этим тоже нужно что-то делать, это для нас проблема. Должен подключаться локальный и муниципальный, да, и региональный уровень власти, безусловно, потому что без них эту проблему не решить. Сейчас у нас с нелегальными мигрантами вместе говорят порядка 15 миллионов мигрантов в стране. Все 15 миллионов из одного центра не распределишь. Мы должны подключать этот локальный уровень. Мы должны подключать частный бизнес в формате государственно-частного партнерства. И мы должны подключать гражданское общество. Пока что у нас нет никакой связки между всеми этими составляющими. И вот для этого нужна новая миграционная стратегия, в которой будет четко прописано, кто и чем занимается. Была концепция, прекрасно написана, до 2025 года. Значит, вместо того, чтобы проанализировать, подвести ее итоги, да, и сказать, что выполнено, что не выполнено, вдруг появляется новая концепция, разработанная в недрах МВД. Ну, появляется доклад ЦСР. Ну, давайте. Вот мы провели, кстати говоря, по заказу Кудрина анализ этой программы. И выяснилось, что мы все эти годы, начиная с 2012 года, когда Путин подписал эту концепцию, двигались ровно в прямо противоположном направлении. Нет, смотрите, Вячеслав, все-таки тут важно понять, миграционные потоки, ведь это главный вопрос. Это благо для экономики или это проблема для экономики? Двух словах вот скажу. Можете ответить на этот вопрос? Да. Еще ни одна страна не давала увеличения, так сказать, не развивалась в условиях демографического спада. Давайте возьмем Москву. Москва сегодня биржа состоит из 23 тысяч. Биржа Москва, желающих работать 23 тысячи. А Москва нуждается 1,5 миллиона. Раньше была квота на 650 тысяч. Вакансий, да. И вот посмотрите, что может сделать без 1,5 миллиона мигрантов Москва? На каждый 10-й, то есть 9 человек, имеет 10-й будет мигрант. Вот это один мигрант кормит 9 москвичей. 1 900 000. Да. Ну, давайте, Караман, тут не будем. И самое последнее, что вот то, что ваша программа, вот народ Таджикистана благодарен вам, потому что остальные каналы ничего не покажут. Вам благодарен. Что они хотят? Пора заканчивать с торговыми людьми, особенно спецприемников. Хватит купли-продажи людей. Сажают с документами, их потом продают их родственникам. Вот это надо прекратить. Пора уже. Или закрывать спецприемников. Понятно. Елена, ну и как вам кажется, в итоге-то ваши предложения будут приняты? И очень важно понять, а если не эта программа, то какие развилки существуют в миграционной политике? Это ведь очень важно и интересно. Ведь, я так понимаю, с течением времени миграционные потоки в мире будут увеличиваться. У нас минута. И это глобальная тенденция. Конечно, надеюсь, что программа будет принята. И что хочется сказать, что если она будет принята, мы должны понимать, что в это нужно инвестировать. В человеческий капитал нужно инвестировать.
как в наш, так и в тот, который к нам прибывает. Если мы этого не делаем, то мы обречены на догоняющее развитие, и мы не сможем использовать этот ресурс, но мы получим взамен социальную напряженность. Это безусловно. Если мы ничего не будем делать с теми, кто у нас уже есть, и с теми, кто еще к нам приедет, вот столкновение прибывающего населения с местным неизбежно, потому что в нынешних условиях сами друг с другом, без помощи и целенаправленной политики государства, мы не уживемся, не интегрируемся, не адаптируемся и не создадим никакой прибавочной стоимости. Мне кажется, это четкий вывод, это слова, на которых можно закончить программу. В студии были Карамат Шарипов, президент Федерации мигрантов СНГ, Вячеслав Постовнин, президент Фонда миграции 21 век, и Елена Алексеенкова, кандидат политических наук, эксперт по аналитической работе Российского совета по международным делам. Желаем удачи, до свидания.